Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Ашхабад окончательно отменил авиарейсы в Москву. В начале августа авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила полеты в российскую столицу. 5 августа они были отменены до 28 октября, а 1 ноября авиакомпания полностью исключила рейсы в Москву из полетной сетки. В новом расписании указано лишь одно направление в Российскую Федерацию, в Казань. Решение об отмене было принято в связи с обстановкой в московской воздушной зоне. Туркменистан оказался единственной страной, которая столь радикально отреагировала на ситуацию в воздушной зоне Московской области. Впрочем, рейсы Москва-Ашхабад продолжает выполнять российская авиакомпания S7. Бывший хаким Марийского вилаята вернулся домой спустя месяц после вынесения приговора. Сразу несколько независимых друг от друга источников рассказали, что Давран Берды, Аннабердыев, приговоренный в августе нынешнего года к 25 годам лишения свободы, уже в сентябре вернулся домой в колхоз Онкенджи Сокарчегинского этрапа. В середине октября бывший чиновник широко отпраздновал свое неожиданное освобождение. Гуляния длились несколько дней и стали темой обсуждения местными жителями. Причина такого чудесного спасения от заключения точно неизвестна. Аннабердыев был уволен на расширенном заседании правительства в июле нынешнего года. Формулировка отставки за серьезные недостатки в работе. По одним данным, хаким дал крупную взятку, а также погасил предъявленный ему финансовый иск. По другим, приказ о его преследовании отдавал экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, в то время как его сын и действующий глава государства Сердар Бердымухамедов имел с Аннабердыевым хорошие отношения. Официальные СМИ ни об осуждении хакима, ни о его освобождении не сообщили. А в Турции прокурор запросил пожизненный срок для девушки, обвиняемой в убийстве 40-летнего туркмена Азиза Бабаханова. Мужчина был найден мертвым еще 21 мая этого года в районе Малтепе в Стамбуле. Его тело лежало на лестнице второго этажа четырехэтажного жилого дома. Экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате перелома черепа. По подозрению в убийстве арестовали подругу погибшего, Гульнозу Соломову, проживающую в этом же доме. В квартире у нее нашли вещи Бабаханова. На камерах видеонаблюдения также видно, что подозреваемая и погибший вместе вошли в здание, а потом она куда-то вышла и затем вернулась обратно. Прокурор запросил для обвиняемой пожизненный срок. Об этом сообщил Азатлык со ссылкой на турецкую газету Хурриет. Вынесение приговора ожидается в ближайшие дни. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.